Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Таджикистане стартуют Дни культуры Туркменистана. В Ашхабаде открывается выставка торгового комплекса. Книгу национального лидера туркменского народа вручили вдове Синдзо Абе и другие новости. В Туркменистане открывается выставка торгового комплекса. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлением к участникам смотра и работникам торгового комплекса. Сегодня перед сферой торговли поставлены такие цели, как укрепление продовольственной безопасности страны, увеличение объемов производства импортозамещающей продукции, совершенствование торговых услуг, удовлетворение спроса населения на потребительские товары, сказал глава государства. Вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абе, госпожа Акия Абе, была вручена книга национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Продолжение смысла моей жизни» на японском языке. Госпожа Акия Абе выразила благодарность за этот литературно-философский труд, в котором отражаются приятные воспоминания Гурбангулы Бердымухамедова о Синдзо Абе. Мероприятие по вручению книги состоялось в посольстве Туркменистана в Японии. Было отмечено, что выход в свет данного произведения на японском языке является своего рода символом плодотворного межгосударственного диалога, основанного на взаимном уважении и доверии. В Таджикистане стартуют Дни культуры Туркменистана. Торжественное открытие и концерт мастеров искусств состоятся сегодня в Государственном академическом театре оперы и балета в Душанбе. Завершатся Дни туркменской культуры 5 апреля. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана объявил даты проведения полуфинала и финала третьего сезона проекта «Юные вестники мира» среди старшеклассников страны. Две полуфинальные игры состоятся 17 и 19 апреля в стенах вуза, а финал запланирован на 8 мая. В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ Рейнхальдом Лопаткой. Председатель Меджлиса Дуня Гузель Гулманова отметила, что развитие сотрудничества с международными организациями, такими как ОБСЕ, является одним из важнейших направлений внешней политики страны. И взаимодействие с этой организацией расширяется по новым направлениям. В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые направления продвигаемой Туркменистаном глобальной стратегии безопасности. В китайской провинции Гуаньдун 100 хаски сбежали из зоокафе и устроили переполох в торговом центре. Дверь кафе по невнимательности оставили открытой, и любопытные псы, не раздумывая, вырвались на свободу. Они с визгом и лаем носились по этажам торгового центра. Персонал кафе быстро среагировал и без труда поймал всех беглецов. К счастью, никто не пострадал. Кусок мусора, выброшенный с Международной космической станции 3 года назад, приземлился на крышу дома в штате Флорида. Специалисты НАСА сообщили, что в 14:29 по местному времени объект, предположительно являющийся мусором, с Международной космической станции вошел в атмосферу. Спустя 5 минут Алехандро Атера, житель юга США, услышал громкий шум и обнаружил, что обломок пробил крышу его дома. Камеры видеонаблюдения, установленные на участке, зафиксировали момент падения. Изображение цилиндрического объекта американец опубликовал в соцсетях. По словам мужчины, обломок не только пробил крышу и потолок, но и пролетел на 2 этажа вниз. По счастливой случайности в это время никого не было дома. Аркадак разгромил Ашхабад со счетом 8-1 в матче 5-го тура чемпионата Туркменистана по футболу и одержал самую крупную победу в своей истории. В составе победителей сразу 3 футболистов оформили дубли – Аннадурдыев, Аманов и Акмамедов. По одному мячу забили Балаков и Тамуркин. Гол престижа в составе Ашхабада на счету Оразова. Благодаря этой победе Аркадак единолично возглавил турнирную таблицу высшей лиги Туркменистана, имея в активе 12 очков. Сегодня 5-й тур завершится встречами Капидаг-Шагадам, Энергетик Мерв и Ахал-Алтынасыр. Туркменский боец смешанных единоборств Довлетжан Яхшимурадов 12 апреля на турнире PFL-2 в Лас-Вегасе выйдет в клетку против словенца Джейкоба Неда. Яхшимурадов последний бой провел против Мацея Розански в октябре прошлого года на турнире Беллатор 300. В этом поединке Довлетжан одержал победу единогласным решением судей. На его счету 21 победа, 7 поражений и 1 ничья. Неда в последний раз выходил в клетку против Симеона Паула в декабре прошлого года на турнире PFL-4. Этот бой продлился 2 раунда и завершился техническим нокаутом для соперника Джейкоба. В активе словенца 8 побед и 1 поражение. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.